Лекарство из Божьей аптеки. Мальва лесная. Мальва лесная растет среди кустарников, в светлых лесах, опушках, полянах, садах и парках, а также близ жилья, в огородах. В народной медицине используют корни, листья, цветки или траву полностью. Всю надземную часть собирают до цветения. Листья можно заготавливать с июня до сентября. Цветки в стадии бутонизации. Корни выкапывают осенью, чтобы сохранить активные вещества. Сырье сушат на открытом воздухе в тени, разложив тонким слоем или в теплом помещении. Цветки, листья и корни хранят 2 года. Мальва лесная – старое народное средство от многих болезней. В народной медицине обычно используют цветки, листья, стебли, корни. При этом народные целители рекомендуют использовать отвары и настои из травы и корня мальвы, как наружно, так и внутрь. Препараты из цветков и листьев мальвы лесной используются для лечения спастических колитов, запоров, а также как успокаивающие средства при длительном кашле, простудных заболеваниях и гриппе, бронхите, стоматите. Мальва лесная – прекрасное средство для профилактики пищеварительного тракта и мочевыводящих путей. Ее используют для снятия воспалительных процессов в пищеводе и желудке, почках. Настои и отвары мальвы употребляют внутрь в качестве полоскания, используют и ингаляции при кашле, простуде, осиплости голоса, воспалении горла. Корни и надземную часть мальвы применяют для лечения конъюнктивитов и блефоритов, листья и цветки в виде компрессов при опухолях. В практике народной медицины свежую траву мальвы употребляют в профилактических целях при авитаминозе. Мальва лесная широко используется в народных медицинах многих стран. Например, в народной медицине Средней Азии отвар листьев мальвы с сахаром используется при кашле, семена в качестве слабительного средства. В китайской медицине корни мальвы применяют при бронхите. В тибетской корни мальвы используют как мочегонное средство. В таджикской корни мальвы используют для лечения геморроя, гонореи, при кашле, желудочных заболеваниях, дисменореи, диареи. В монгольской медицине семена мальвы применяют при водянке, отеках, сердечно-сосудистой недостаточности. Мальву лесную часто включают в состав смеси растений полынь, овес, ромашка для ванн, применяемых при опухолях селезенки, геморрое и других заболеваниях в виде мази и мягчительных припарок, как ранозаживляющие при ожогах и воспалениях кожи. По мнению народных целителей, если пожевать траву мальвы с солью и приложить к свещам, то это поможет. Листья и цветки мальвы смягчают грудь, вызывают прилив молока и успокаивают кашель. Мальва лесная широко применяется в домашней косметологии и дерматологии. Отвар травы мальвы в виде примочек наружно используется для смягчения и снятия зуда при кожных заболеваниях. Компрессы и настои травы мальвы применяют для лечения гнойных угрей при ожогах, герпесе в качестве противовоспалительного средства. Настой мальвы рекомендуют для ополаскивания сухих волос после мытья. Цветки и листья мальвы лесной входят в косметические сборы для масок, применяемых для сухой, раздраженной кожи, морщинках, для освежения кожи лица. Будьте сами себе доктором и не болейте.